Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Тимофеева Раида Михайловна. Законом Чувашской Республики от 21 декабря 2018 года о внесении изменений в Закон Чувашской Республики об административных правонарушениях в Чувашской Республике введена административная ответственность за продажу электронных систем доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей на территории республики лицам, не достигшим 18 лет. В частности, административный штраф для граждан составляет от 3,5 до 5 тысяч рублей, должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Федеральным законом номер 217, пункт 3, части 1 статьи 14 Федерального закона о муниципальной службе Российской Федерации, устанавливающие запреты, связанные с муниципальной службой. В новой редакции статьи 14 указанного федерального закона исключено указание на возможность участия муниципального служащего с разрешения представителя нанимателя работодателя в управлении садоводческим, огородническим и дачно-потребительским кооперативом в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов, участия в общем собрании указанных некоммерческих организаций. Кроме того, указанным федеральным законом в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона исключено требование о необходимости получения муниципальным служащим согласия представителя нанимателя работодателя на участие в управлении органом профессионального союза в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления. Поскольку указанные изменения не были внесены в муниципальные правовые акты, регулирующие порядок выдачи разрешения представителя нанимателя работодателя участия в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов, Межрайонной прокуратуры внесены протесты на указанные муниципальные правовые акты. Здравствуйте, я помощник Канашского межрайонного прокурора Лушников Игорь Николаевич. Директора 3 управляющих организаций города Канаш привлечены к административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Установлено, что руководитель МУП «Чистый город» муниципальное образование города Канаш Чувашской Республики, открытого акционерного общества управляющей компании «Дом», открытое акционерное общество управляющей компании «Восточный», нарушение правил пользования газом, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года номер 410, мер по заключению договоров на диагностирование внутридомового газового оборудования, обслуживаемых многоквартирных домов не предприняли, договоры не заключили. По данному факту в отношении руководителя МУП «Чистый город» муниципального образования города Канаш Чувашской Республики, открытое акционерное общество управляющей компании «Дом», открытого акционерного общества управляющей компании «Восточный» возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотрено частью 4 статьи 9.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным. В ходе рассмотрения дела указанные лица вину признали и в настоящее время приняли меры по заключению договоров о техническом диагностировании со специализированными организациями. Постановление должностного лица Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, руководитель управляющих организаций привлечены к административной ответственности. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года номер 557 о внесении изменений в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии. Установлено, что в случае вовлечения несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраний, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, на граждан будет налагаться административное наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 20 до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Здравствуйте, старший помощник прокурора Алексеев Дмитрий Александрович. В межрайонную прокуратуру часто поступают звонки, а также обращаются к гражданам с вопросом, каким образом можно снять досрочно административный надзор, который им был установлен.
Хотелось бы отметить, что 6 апреля 2011 года президентом Российской Федерации подписан федеральный закон номер 64, который называется «Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Административным надзором законодатель называет осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденных из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением обязанностей, предусмотренных законом. Основной задачей этих мер, согласно закону, является оказание индивидуального профилактического воздействия на поднадзорного лица в целях предупреждения совершения им новых преступлений. Согласно статье 9 Федерального закона, данный надзор может быть досрочно прекращен судом на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица по истечении не менее половины установленного судом срока административного надзора при условии, что поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административные ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные настоящим федеральным законом, а также положительно характеризуется по месту работы, жительства или пребывания. Суд, рассмотрев данное заявление об административном надзоре, принимает решение об удовлетворении либо отказе соответствующего заявления. При наличии вопросов, касающихся установления административного надзора и его досрочного прекращения, также можно обратиться в межрайонную прокуратуру. Здравствуйте, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Березина Евгения Александровна. Компенсировать взносы за капитальный ремонт теперь можно без лишней волокиты. Федеральным законом от 22 января 2019 года о внесении изменений в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации упрощена процедура компенсации гражданам расходов на капитальный ремонт. Компенсация положена пенсионерам, достигшим 70 лет. Раньше для ее получения надо было ежемесячно предоставлять документы, подтверждающие уплату взноса за капитальный ремонт. Теперь эти сведения власти будут самостоятельно запрашивать у регионального оператора либо владельца специального счета. Требовать такие сведения от граждан запрещено. О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике. Законом Чувашской Республики от 21 декабря 2018 года о внесении изменений в закон Чувашской Республики о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике исключено понятие дачного строительства и установлены случаи предоставления гражданам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в собственность бесплатно земельных участков для ведения садоводства либо огородничества. Согласно федеральному закону, виды разрешенного использования земельных участков для дачного строительства, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, с 1 января 2019 года будут считаться садовыми земельными участками. Кроме того, срок действия закона установлен до 31 декабря 2021 года включительно, аналогично сроку действия федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.